ловушку? Ну вот в этой ловушке кто-то из паукообразных, без определителя, мы сейчас с вами никак это не определим, это потом. Это тот случай, когда пластиковый стакан не мусор степи, а помощник экологов. Потому, сколько и каких жучков, паучков и прочей живности в него попадет, специалисты поймут, как меняется мир насекомых в степи. Заместитель директора заповедника Виктория Шуркина показывает еще один способ обследования. В землю укладываются термометры, которые показывают максимальную и минимальную температуру предпочвенного слоя. Она, как предполагают экологи, может измениться после пожаров. Температура опустилась достаточно низко, 12 градусов была. Это нормальные показатели? Ну, мы не можем сейчас, нормальные они или нет, главное их сравнить с другими участками. То есть тут не суть важна сколько, 12, 15, а в чем разница между сгоревшим и не сгоревшим участком. Тем временем на кордоне другие сотрудники кропотливо разбирают скошенную в заповеднике траву на злаки и разнотравье. Ведь если в степи стало больше осоки и пырея, это серьезный симптом. Если близко к горевшей экосистеме имеется нарушенное сообщество, где имеются сорные виды, то они тоже могут занять первые несколько лет площадь горелую. Особенно пыреи, начинают преобладать. Исследование проводится на участке под Заплотой в долине реки Кизилка. Это самый пострадавший участок заповедника Хакасский. 12 апреля здесь выгорело 90% территории. В числе других инспекторов в тот день на кордоне дежурил Владимир Пигин. И тогда, по его словам, никаких шансов победить огонь у них не было. Было страшно, солнце уже затянуло полностью дымом. И при сильном ветре у нас было только удержать, спасти это наше строение. Хотя сгоревших трупов птиц и животных впоследствии не найдено, столь масштабный разрушительный пожар не мог пройти без последствий. Пока у заповедника нет точных научно обоснованных данных, и начавшееся исследование – первый шаг к тому, чтобы восполнить этот пробел. Проведя эти исследования, мы сможем судить о том, что действительно произошло со степью, как она меняется, как меняется видовое разнообразие в степи, как растительного, древесного яруса, изменилось ли и меняется ли почвенный покров, каким образом меняется животное население на этих участках. Поэтому сейчас идет активный сбор материала. Специалисты заповедника своего рода пионеры. До этого в республике подобной научной работы не проводилось. Однозначно утверждать, что пожар 12 апреля нанес серьезный ущерб экосистеме, нельзя. Даже если на подзаплотах и меняется состав почвы и флоры, то, возможно, природа просто адаптируется к новым условиям. Предварительные выводы того, как быстро восстанавливается степь, станут известны по завершении первого этапа исследования в конце года. Марина Канадакова, Антон Новожилов, Вести Хакасия.